14 декабря средневзвешенный курс таджикского сомони к доллару США составил 10,20 сомони к $1. Курс сомони к рублю составил 0,15 сомони за 1 рубль. Курс сомони к евро составил 10,76 сомони за 1 евро. Средние курсы продажи наличной иностранной валюты в кредитных организациях Таджикистана составляет 1 доллар США от 10,20, 67 до 10,15 сомони, 1 евро от 10,76-30 до 10,80 сомони, 1 российский рубль от 0,15-80 до 0,16-0,5 сомони. Мировые цены на нефть в среду утром снижаются после двухдневного роста. Цена на нефть марки Brent составила $80.48 за баррель, марки ВТИ $75.24 за баррель. Цена золота умеренно снижается в среду после скачка на 1,9% во вторник, держась на уровне около $1820 за тройскую унцию. В Таджикистане снизились цены на импортную муку на 20-30 сомони. Мука в основном импортируется из Казахстана. Стоимость 50-килограммового мешка муки импортного производства снизилась до 290-300 сомони. Стандартный мешок импортной казахстанской муки первого сорта, который еще неделю назад стоил 325 сомони, накануне снизился до 300 сомони. Ежегодные потребности Таджикистана в пшенице составляют более 2 миллионов тонн, из которых около 1 миллиона покрываются за счет внутреннего производства. По данным, за 9 месяцев этого года в республике поступило свыше 38 тысяч тонн муки на сумму более 13,6 миллионов долларов. По данным источника, к настоящему времени порядка 90% внутренней потребности Таджикистана в муке удовлетворяется за счет отечественного производства. В настоящее время цена за 50-килограммовый мешок муки первого сорта отечественного производства снизилась с 310 сомони до 290 сомони. По данным Министерства сельского хозяйства страны, за 11 месяцев этого года в стране произведено более 976,5 тысяч тонн зерновых. Какой объем составляет пшеница, ведомство не уточняет. Мука является одним из основных продуктов питания в Таджикистане, и скачки цен на нее сильно бьют по карману населения. Розничные цены на жирный газ в Душанбе после ноябрьских скачков в течение декабря постепенно снизились на 16%. 6 сомони 20 дирхамов за 1 литр до 5 сомони 20 дирхамов. В некоторых автозаправочных станциях столицы его можно купить за 4,80 сомони. Отметим, что жиженый газ является основным автотранспортным топливом республики, которым пользуются по официальным данным более половины автомобилистов. Также наблюдается заметное снижение стоимости других видов моторного топлива. Так, литр наиболее востребованной марки бензина АИ-92 сегодня стоит 7 сомони 50 дирхамов, тогда как в конце ноября он продавался на АЗС за 8 сомони. Каждый литр дизельного топлива стоит 11,80 сомони вместо 12,20 сомони в конце предыдущего месяца. Поставщики объясняют снижение стоимости топлива с его удешевлением в странах-экспортерах. В Таджикистане принята программа развития пастбищ на 2023-2027 годы. Об этом сообщил начальник государственного учреждения ТРЭС пастбищ и мелиорации Министерства сельского хозяйства Сафар Али Назаров. Сафар Али Назаров отметил, что животноводство является неотъемлемой частью сельского хозяйства и обеспечивает население мясом, молоком, маслом и промышленностью, сырьем, кожей, шерстью, каракульской кожей, пухом и другим. Основной целью программы развития пастбищ в Республике Таджикистан на 2023-2027 годы является увеличение запасов природных пастбищ с использованием современных технологий и повышение их продуктивности. Сафар Али Назаров отметил, что в ранее реализованных программах уделялось меньше средств. В ходе реализации этой программы из бюджетных средств будет выделено 3 245 000 сомони, которые будут направлены на улучшение пастбищ, строительство мостов для перехода животных, ремонт дорог, а также на ремонт и строительство объектов для обеззараживания животных. Также для реализации проекта за счет средств иностранного капитала и грантов на развитие этой отрасли предусмотрено 24 791 800 сомони за счет проекта «Устойчивое восстановление ландшафтов в Республике Таджикистан», инвестируемого Всемирным банком.
Исламский банк развития одобрил годовой бюджет в размере $363,3 миллиона на реализацию новых проектов для развития в 11 странах мира. $9,5 миллиона из этой суммы будет направлено в Таджикистан для поддержки реализации национального проекта по развитию образования в стране. Об этом сообщает Saudi Press Agence. Решение об этом было принято на заседании Совета директоров банка под председательством его президента Мухаммада Аль-Джассера. В число стран-получателей помощи от АДБР для реализации различных проектов также вошли Кот-д'Ивуар, Гвинея, Узбекистан, Кыргызстан, Маврикия, Танзания и Западная Африка.